Степень трухлявости одесской городской инфраструктуры такова, что для нее, образно говоря, любой чих равносилен летальному исходу. Вот и сегодня, стоило подуть с утра свежему ветерку, как на 6-й станции Большого фонтана начался форменный лесоповал. Огромная ветка рухнула прямо на территорию здешнего рынка, и только чудом обошлось без жертв. Тем не менее, от падения увесистой порции дров пострадал бетонный фонарный столб, были порваны электрические провода и поврежден холодильник одного из ларьков, на который, собственно, и пришелся главный удар. Большое счастье, что в момент падения этого дерева под ним никто не проходил, ведь если бетонный столб сломался от его тяжести, то человек после такого удара точно бы не выжил. Очевидцы падения говорят, что в тот момент им было по-настоящему страшно. Было где-то 8:30. Я стояла в будке, разложила цветы, и ветка рушилась прямо на будку. Если бы не провода, упала бы на будку. Испугалась, убежала. 8:30 утра упало дерево. Оно, честно, держалось на холодильнике Пепси и держалось на проводах. Люди очень страшно здесь проходили, рисковали своей жизнью. Прибывшие на удивление оперативно работники Горзелентреста достаточно быстро, в течение часа, распилили дерево и убрали его с прохода. Представители похоронного бюро на этот раз не понадобились. А как насчет следующего раза? Ведь таких деревянных убийц, терпеливо ждущих своего часа, в нашем городе не одна сотня. Владимир Сухов, служба одесских новостей проекта «Рубикон».